В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты Ия Рамзан Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Новое назначение. Рамзан Кадыров провел встречу с председателем Конституционного суда Республики Вахой Насухановым. Все подробности в объективе наших камер. День телевидения. Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню телевидения. Для нас большая честь и гордость работать в таком коллективе с таким руководителем. Кто получил награды от главы Чеченской Республики? Все для комфорта и удобства пассажиров. В станице Наурская открылась автостанция. Каков объем ежедневных перевозок, количество отправлений транспорта в день и какие маршруты будет обслуживать? Рамзан Кадыров провел встречу с председателем Конституционного суда Республики Вахой Насухановым. Руководитель региона подчеркнул колоссальный вклад в дело укрепления правопорядка, осуществляемый возглавляемым им судебным органом. Однако в соответствии с указом президента страны к 1 января 2023 года региональные уставные суды упраздняются. В связи с этим чиновнику предложили новую должность советника главы субъекта по силовому блоку. Турпал Тайсумов продолжит. Выступая с приветственной речью, глава субъекта отметил председателя Конституционного суда региона Ваху Насуханова как одного из ветеранов команды первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Bullerbol bash olchena dona amr ali sovetnik usvajon pasilon bloku adahvetana tuetin tramor adahvetan figishna sidona davar doch sadar doch amr ajin ulladon tundon samodo awli alwahyish aka tundok ila aka tun is sharigi hadol hald chalqi hawlatun Dogdua gisnon syns stajon gomet kalwashona akışta tadabul yip yadon iz shadidi gidona amr ajiniyat ya что да там последний возглавляем Конституционный суд он и уже по закону он лаяк лишь лет до последнего и до хая не да уже ханчекал сундон да ханчекал тедона да ликвидации шуксундон ну с Конституционный суд да Kedol dăjduș lichidie deșelci doana uveie doana amrajin ya vege doana itaha iz doana şu sağlar doana çuna doana likvidasiya doana ize hoya ya doana aygüş doana Aslan hona hüs ayık şoç bolçuna şnama sana doana dokmer barkel tişmi halan qayigerin şey elçi dahitten doana ha soğuk seviyesinin her derece doğsun boş. Aksa вот цеюча доана шкайген сон беркалдери фалала. Здесь же Рамзан Кадыров не только поблагодарил его за труд, но и предложил ему попробовать себя в новой должности. Ваха Насуханов рассказал, что работать в команде для него большая честь, вне зависимости от времени и сложности. Особый случай доктор Нексон Хорез Хаджи Хосей советник по силовому блоку Валекс. Сумана визам Харбу так Ахмад Азизин бим Балхвел Юк энциклопедии дон Юк дон истории шейли хвец яю дон так Хава Республика Болчкой команды ва Ховиз Севиш Холар Салор Цават дон войрта дикбоса ментагват дон Так, я чекаю, я сидел дома, сидел дома. И
دانا يبرزجني يبصدسان هذا عبير كثير ولا شيء دل رسالة دل عمودو قمادة بعد شيء الموضوع دستوري ترى أخوة ده مولا حسوا باخ وإنت على ديش باخ ملكو سيد باخ إذا ما بسيلو مستقطن باخ إن دو كندو إذا أسا دين عبوسا على ديش عن سوور شو ده مولا إدي دو سينا واستخلي عشروك سعون دير إذا خير دو كندو إذا مولا دو ديش سوالا. Кроме того, новый советник главы рассказал о результатах, которые были достигнуты на его предыдущей должности. Общее положение дел, что хочет, конечно, тяга хватит волод, а хова пока закон порядок ел делает, а проблем стирал, то поксились и первое место дорогие. Телефон то алерт, то бешун дор. Шейна Рамзан Ахмад Санцапача. خلی عوضش دک شونه خوردو تا بیز کنیه تو با بیش دلده او ترین جربش دیشو تک تخیلات استوایی نه اول شو چون میل چاجل هر تخ کنستیتوشنی و پروسدات سر سودی دارندو او تکتیلوان تو هر تک اولش و تک باچم لدوغه اول ایست ایمانش نیستوره ایش ریجات دیور داتیلوان دخت و لیبورو کودیتلو هندر جرانت كونستيتوتي حولش بوالبري ومادات داك إذا خامة تا داك بروستاك توتي غلاتوش دوتي دا إيش إبرش بنا أو تحلك تنتك أو تأتلوش سويتنا رمزا أخماج تخاش دوت بينك تدوت واويش ولا واتح توقتين غلاد يوغا تخين دلوش دونا أصل داغورتنا ريزوش تقول داوغيتنا وات liquidatie eldostom o esteha bog beshetto polne rozčotine belvast da karkemisi eltota vor bartek vor visen zaviršajuši trobeš talek za problem još sabel nucevit naum talek za šadike duhdis čakdakna duhdis o trasha. Политик отмечает, что Конституция страны – это основа любой государственности. Только она имеет высшую юридическую силу. Это должен знать каждый гражданин Российской Федерации. Конституция членслерам боч, так иллариядон, двагвайла йоч, членс забршивитарьёш бола. Тиги намакай бойлвайн дон, ондач и вой хажун. Его паспорту, хамилу адагай сухару, хасатящу хараю дон. Российская Федерация дон, федеративное государство дон. Ши дон шаг вид власти, ши конституцию дон, ши дон герб флаг мосту дон, атрибуты что дон. Чандела дона, вы дона, Россия пачака деш дала дона. В Чеченской Республике государство наязывается. Вот история хиладочи государственный язык чеченского наязывается. Из Амад Хайшада разобрал хакардор дат ведаем тогла и конституции дон. Су хардак иштиази хардак иштиази. هذا يشتغل بوشة والمصل دين عبوسات دي عبابنا حوحوي كي شودات فدان باب بوجين دان مصل جودان دو سبورش كلاري دان استعدان داك سرانا دان عمل عجين دين دويش خلطر غلق دويش خلطر عادة شقانية تغني من خلق دانا استغير دانا سو دانا الكونستيتوسيا حد ساعدين دوش ساعة مدستان Цундела дона и конституцию это и ци дала и завах бен бока этому дона. Кроме того, руководитель региона напомнил о важности развития института семьи. Это одна из главных ячеек общества. В частности, особое внимание должно уделяться воспитанию детей. إيش بيان كنت عايق إدرس لامز لامز جماعة لامز إيش بورس بحتن وين قلت سان تعيق غير سيد تعيق فمردان دائما إيش خير بوعله إيش بولش متى دائما سيعين ردو على دان
Sunderlana insan kaysa bloktan sen balbışlana haberlik düşü de smella dana vaha inzitsashi in situacije dana za это время не селове так это иония дана та je bodalen šlan ta иония дайвидел šlan так сан дан бобиеш футбол так обрдающий дан в ФСБ на бобиес так МВД на Росгвард مسألة حالة бобиес уж хватит абьеш бас и уж савахти дан бобиеш مسألة десна استعمال سرقة بابوش دان مسئله دان اورنویا دان حیور شد دان افتاده چک использовать استعمال بیرون Здесь же Рамзан Кадыров наградил Ваху Насуханова и его заместителей медалями столетия образования Чеченской Республики. Указом главы Чеченской Республики за заслуги укрепления законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, формирования правового государства награждаются медалью «100 лет образования Чеченской Республики». Насуханов Ваха Селимович, председатель Конституционного суда Чеченской Республики. دائما حيملو أدعون ديريزو ديرو حيملو إزداد حيملو يعني مشرف. Региональные конституционные суды в скором времени будут ликвидированы по всей стране. Завершится этот процесс до 1 января 2023 года. То есть, начиная со следующего, в России будут действовать федеральные суды общей юрисдикции, а мировые судьи субъектов смогут работать, как и прежде. Турпал Али Тайсумов, шейх Мансур Умалатов и Анзор Тураев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Вопросы социально-экономического развития обсудил Рамзан Кадыров на встрече с первым заместителем председателя правительства Исойтум Хаджиевым. Среди них самозанятость населения, реализация национальных проектов, строительство федеральной автотрассы Р-217 и другие дорожные работы, которые близятся к завершению. Их введение в эксплуатацию планируется к 2024 году. Из 13 национальных проектов региональные 47 проектов, 26 на 586 миллионов рублей. Из них на сегодняшний день шаги по строительной части освоения шон, белоштик табличком, переходящий объект на опережение объекта. Сегодня кассовое исполнение 21 миллиард 586 миллионов рублей. Он изда выделился белоштаб белошмон по неформальной занятости в начале текущего года. А я поручение из заниматься делчани на сегодняшний день 44 тысячи самозанятых выявили на он есть показатели по федеральной дороге, ДРС, он с самого начала был получен, они под контролем отца есть ахаз был табличку от стороны Назрана Халош, Кушер 6 участок Чакалауром за Ахматович. А дальше конец федеральной дороги из Дикрит Маштани на опережение Белоштабличку. Дал они в 2024 году шаги на завершение Белоштабада такой. Все были но все-таки там докоры развил часы Дагестана, нагрузка yok Дагестана. Ну сега бомб без качественно до Танден бешпац, качественно без побода. В М29 она уже 4-полосный дом, биневой да сабл, 2-полосный больше подана. Интиза дом, хлебан дождь дона. Говорим, снизительный дом, смертность лохеловой Дагестана. И Балдана, вы потихоньку Балдана позволять решить ситуацию. Стяблова бизнес. Год точно надо, последнее совещание надо, гора Хамбах, Мичам Мобин, было министерство, гора курировать еще блок надо. Цудом Бинбах, оценка администрации и плюс вице-премьер, и плюс председатель правительства. Если не будет соответствовать, то вице-премьер будет не соответствовать. Да и стядывал на мелоду, курировать весь пусть нас, Бог требует.
Заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Абубакар Тумхаджиев провел плановое заседание Кабинета министров, на котором рассмотрено 27 проектов постановлений. Спикер подчеркнул, что все нормативно-правовые акты направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие региона и создание благоприятных условий для жизни населения. В частности, принятые акты касаются утверждения отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года, об утверждении социальной помощи, о переводе земель сельскохозяйственного назначения в категорию промышленных. Руководители правоохранительных ведомств и подразделения посетили похороны погибшего накануне Джабраила Джамалова. Молодой человек был убит самым подлым образом прямо во время совершения омовений перед намазом. У него остались трое несовершеннолетних детей и супруга. Официальные лица выразили слова соболезнования родным и близким Джабраила. Вместе с тем, министр внутренних дел по субъекту Руслан Алханов передал семье погибшего сотрудника госавтоинспекции денежные средства от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Семья погибшего выразила слова благодарности за оказанную поддержку и внимание. مصنع شو سدلن هر دوسق وين مخاطر أوكرانيا دوش حولنا شو سادلن ساعتك دعساتوش مصو أور كيك درجينا تعاشي كويوتش مصنع بالقة شوي باتش دال مصو وش من عال شوي ليز هر غاز واتخيك لرا تعاشي كوياتشن هند أجي تغن عمر بن خطاب ديل ريز خليلتنا لامزن هوتنا ورش شالامزن دهوتنا ورش وين وقي إز هر وينو شو بيوخم سن وينو إز دال قرآن شوحا لعنة الله على الظالمين ظلم دين بولش ناخنا ديل نعفت خل الله دال قرآن شعال دو إذا هونا ظلم دين شن ديل نعفت خل شن ديل ريز خل حدا كنا تخيط دوش دول دوغا قان دول دوش قيمت دينا الله دال شو يتهيل. Бойцы батальона «Восток Ахмат» Минобороны России во главе с командиром Асламбеком Салиевым продолжают выполнять свой благородный долг на Украине. Спецподразделение планомерно оттесняет националистов и уничтожает вражеские огневые позиции. Слово Лейли Муртазовой. В ходе разыскных мероприятий батальон «Восток Ахмат» во главе с командиром Асламбеком Салиевым отработали местность, оттеснили нацистов, уничтожив несколько огневых позиций. В ходе боестолкновения военнослужащие взяли плен 2 противников. Ими оказались мобилизованные бойцы. Во время штурма их ранило вместе с главнокомандующим, после чего он оставил своих подопечных в окопе и скрылся в тылу. По нам отстреливались несколько танков, минометов. Наш старший группы сказал: идите все в блиндаж, я типа останусь здесь, буду там смотреть, может быть отстреливаться. Ну типа смысла под артиллерией сидеть в открытых окопах никакого нет. Он вернулся, там много осколков в крови. Мы начали оказывать ему медпомощь. В это время в наш окоп зашли бойцы. Вот. И, соответственно, мы начали оказывать сопротивление, пока старший группы был с нами и командовал, чтобы, мы там сопротивлялись до последнего. А потом в какой-то определенный момент он просто ушел. Пленным в первую очередь оказали медицинскую помощь. У одного из них разорвало гранату рядом с лицом, а другой получил осколочное ранение. Также их накормили, дали отдохнуть. В плену обращались хорошо, дали пищу, напоили.
когда был дождь, дали дождевик. По словам пленников, после военной выучки они были направлены в самые горячие точки, обучали их инструкторы, не имеющего боевого опыта. Об эффективности их подготовки не могло быть и речи. Истинные намерения врага подтвердились собственными бойцами вооруженных сил Украины, которые ясно высказали, что правда на стороне России. Лейла Муртазова, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. В станице Наурская торжественно запустили комфортную автостанцию, открытие которой стало возможным благодаря инвестиционному проекту, посетил министр транспорта и связи Рамзан Черхигов. Билетные кассы, диспетчерские, торговые помещения для предпринимателей, маршруты транспорта. Все подробности у Амины Тупилаговой. В Чеченской Республике все действия руководства региона направлены на улучшение жизни граждан. Каждый день возводятся значимые объекты. Так, в Наурской станице состоялось официальное открытие автостанции. Мероприятие посетили почетные гости во главе с министром транспорта и связи Рамзаном Черхиговым. После официальной части гости осмотрели новое здание, а также прилегающую территорию. Здесь есть помещение для предпринимателей, билетных касс, диспетчера, просторный зал ожидания, а также место для омовения и совершения намаза. قوشر قرآنی شکل عائلانشی دام کلتوریشو کاشکول کپریماتیشو کل افتستانسیو قرآن تدم لاتن هقرآن تسیتن دلرز حیل الله. Автостанция будет обслуживать 3 маршрута из станицы в Грозный, Гудермес и Знаменское. Ежедневно 40 рейсов автобусов смогут обслужить около 500 пассажиров. Главе республики, что война, Масштабные работы по усовершенствованию транспортной системы региона начаты с 2017 года. Стоит отметить, что данный проект является инвестиционным на сумму 20 миллионов рублей. Автостанция отныне будет украшать центр Наурской станицы. Но самое главное, она несет огромную пользу не только жителям населенного пункта, но и всего района в целом. Амина Тупилагова, Хусейн Мурдаханов, Мовсар Хаджиев. Вести, Чеченская Республика. Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню телевидения. Руководящий состав СМИ во главе с помощником главы республики, министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым поздравили журналистов, отличившихся, наградили грамотами и медалями. Репортаж Мадины Кураевой. По традиции, встреча сотрудников средств массовой информации региона проходит в большой студии ЧКДРК «Грозный». Под бурные аплодисменты встречают руководящий состав во главе с помощником главы, министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Мероприятие особенное, так как приурочено ко Всемирному дню телевидения. Ахмед Дудаев отметил высокий профессионализм чеченских журналистов и поблагодарил их за непосильный труд. Телевидение коллективный, зависит эффект нашей работы, показатели на выходе, еловый продукт, который мы выдаем для наших зрителей, зависит от каждого представителя наших телеканалов. Мы всегда это подчеркиваем. Водитель, журналист, оператор, разница из столового. يا أمياش بالوينا واستغلشي ويومات تقطع $1 مش تسنيش وين وديش خلش بالوي يجي خلشي ملخ هو организация كعول представитель цуна зависит дешут телевидения бьяш бал итоги счета корреспондент или оператор в кадре большой выдавать яшел контент это работа коллективная ищ специалист خلش وين أحيك خلدات وين бьяш бал هذا الملاحظات هذه يق يالخريولش بال الوقت يشدوي und alche nach lietse beit neer port dacher lerde nach ichtse beit eldich eschpsch spletnish na anu atserjiter bog iz doqum do al khichuso und alche вайбалга бадек дичет имидж информационный имидж региона информационный фон региона дикцахалч эт регионе инвесторца вот туристца вайбалга зависит я шайл сферу вайбалга дикца биче бадек диче мулха وين الدنيا تعجوش دول حيل شغل دو شغل ريجيون سترانش سجع وده ديتا ديتين وإزوچات دنا وين وآها شوف شونشينا خا через социальные сети через другие информационные платформы وين مها أرناخ ليه بوي ناخ манипулировать бой
ложное общественное мнение, создать халгалдах мечаметте отсюда вейболтана угуру важный болбу, угуру значимый болбу, актуальный болбу, вейгахиегер зависит я что республики парх долдахар тахканах парх мерж бейхшхлер вейг зависит я что идо спецоперация юлча мечметте кертвап яцдахуяттен вол дахиттен бол вейвежрисан сар уйкш долқасан واجنا قدوقتان تلويدي نعمل خا ويسفيري أحوك شولشتاق لوتش دولداق بعدك ديش أشي بولا ديكابو تاقشوسا نا واستخلش از دائما اللرات حلقة والك تنسويش يعني واخوي ورطة بين عيش خل أشقا هي قربان دولش دوي خاشون ويدين هما دات شوسا ديكنا واستخلشت ياخدتن سا проблемят طبعا وي министерство среди органов исполнительной власти в Чеченской республике в группе отличников вой направления, вой пересекаться деш, вой болот связанный милха рейтинг, да МЛР, освещение нацпроектов, первое место в России, там, распространение количества точки реализации печатной продукции, первое место в России, там, реагирование на специальную военную операцию, информационное сопровождение, спецоперации на первом месте в России. И шабек шубуалбу, حقوق بولجير باتشير اسماء الله وديتر ولا عمل ولا أبيراتر ولا ويمسر أشكال كتير نأحيا قربا عندولش حلقة بالجون تون حقوقين عشان يحكم هل أو ديسة دوت تمنها أشقى هي قربا عندولش دوتون ده شو ده الضوء ده أدوال ده يحيى بيرت كي يوال ويقول اتناشينها وين باتش رمضان حاجتون ده وين يول دبيري تون وي ملدلي شورج ده توي حزام نيوخل صدق خن عيالشي صدال اتخيني ويداغع قندل دق خرج هتع تخيلش كيبر информационный давление информационный диверсиш моссу авар республики хал галда قرچي تخوكي دولش تخوهتا تلفزيونشكا газетشكا агентствошка дар او اشايل اتاكش اترجهتر او نخ ليت بيتر هتا او هيجرالش تا يحكم بولش كيبر تقش بولجانا دال هما دولش وي دولش زمان شوها республики адол халт ханги по крайней мере с информационной точки зрения нах лица больше когда ахве гурдой о амад хажини яда алгазо обол дигна вастидук шо твел дигна вастидушу диг представитель душу шүцэнэ тани бол баяш халар док дозалдо цундела шудал догда адвайл дал хогният яча адвайл. Информационное пространство региона расширяется и развивается стремительными темпами, и все это благодаря поддержке Рамзана Кадырова. Слова благодарности журналистам от главы республики передал его пресс-секретарь Ильман Вахидов. Я бы сначала вначале хотел бы передать слова благодарности главы Чеченской республики, Героя России, почетного президента ЧГТРК Грозный Рамзана Ахматовича Кадырова, который, я бы не сказал, что следит именно за работой телевидения, потому что следить за работой телевидения не надо. Наша работа, она видна и так. Это если другие организации, учреждения и так далее, если за их работой необходимо именно следить, именно проверять отчетность, то работа телевидения, она как на ладони. И глава республики, как мобильный репортер ЧГТРК Грозный, как зритель, преданный зритель, он видит нашу работу, ценит ее и видит, что эта работа качественная. Именно поэтому мы всегда можем наблюдать, что Ахмед Махмудович практически ежедневно бывает и здесь на рабочем месте, и постоянно на встрече с главой. Рамзан Ахматович поручает ему очень ответственные задания, и это происходит, поверьте, каждый день практически. Редко, когда я не вижу его в стенах администрации или резиденции. Поздравила своих коллег директор ГТРК «Война» Рузана Веселаева. Она отметила, что на сегодняшний день телевидение играет огромную роль в информационной борьбе и очень важно объективно и качественно освещать все события и материалы. Хочу сказать, что сегодня телевидение, помимо своих функциональных прямых обязанностей, выполняет еще одну очень важную функцию, занимается разоблачением откровенной лжи. И так получилось, что такая важная миссия, она возложена именно на нас, людей, которые совсем недавно пережили ужасы войны, у которых не было нормального детства, школ, вузов. Мы все прекрасно помним, в каких условиях мы учились. И очень важно сегодня нам осознавать важность нашей работы, и не просто разговорами, а трудом, материалами, комментариями доводить до поколения нынешнего, что это все, если не сберечь, может обратно вернуться в совсем недавнее прошлое. Мы оправдаем и в дальнейшем высокое доверие Рамзана Ахматовича. И я уверена, что в будущем у нас будет еще много успехов.
В первую очередь поздравляю с профессиональным праздником самого профессионального сотрудника, это уважаемого главу Чеченской Республики, мобильного репортера ЧГТРК «Грозный», всех наших коллег. В переломный момент для республики в период двух военных кампаний колоссальную поддержку и помощь сотрудникам СМИ оказал первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Благодаря национальному лидеру журналистика в республике смогла подняться на высокий профессиональный уровень. Сегодня в регионе успешно функционируют все ветви СМИ. В эфир выходят 3 телеканала, активно освещая все важные события. Многие из вас стояли у истоков возрождения чеченского телевидения из пепла, став рядом с нашим национальным лидером и силами небольшой команды и парой камер, выйдя в свой первый эфир, освещая самые судьбоносные события в современной истории Чеченской Республики. Без капли лести скажу, что вы настоящие воины, чье оружие – слово правды. Вы достойно прошли через все трудности с нашим национальным лидером Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, проведя за собой в эту эпоху и наше родное чеченское телевидение. Я четко понимаю и осознаю, что на пути Ахмата Хаджи Кадырова невозможное становится возможным. Сегодня наша республика успешно функционирует 3 телекомпании. Телерадиокомпания «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова взяла на себя тяжелую, но крайне благородную миссию по духовно-нравственному воспитанию нашего народа, ежедневно выдавая в эфир полезный контент, объясняющий суть религии ислам. Филиал крупнейшего медиахолдинга ГТРК «Войнах» на протяжении многих лет показывает отличные результаты работы, задавая импульс на все региональные филиалы, показывая пример того, как идет работа там, где ее действительно любят. И, конечно же, моя родная и любимая телерадиокомпания «Грозный», которая уже в следующем году отметит свое 20-летие и готова идти вперед, несмотря ни на что. С начала СВО наши журналисты наравне с военными находятся на передовой, освещая достоверную информацию о ходе боевых действий и регулярной помощи регионального общественного фонда. Их смелость и профессионализм отметил глава региона. Указом Рамзана Кадырова их наградили почетным званием «Заслуженный журналист Чеченской Республики» и почетным знаком «За трудовое отличие». Награждается почетным званием «Заслуженный журналист Чеченской Республики» Сугаипов Ибрагим Жабраилович, корреспондент телевидения первой категории редакции новостей ЧГТРК «Грозный». Благодарственным письмом главы Чеченской Республики Саламов Кизар Усманович, видеооператор первой категории операторской службы ЧГТРК «Грозный». خسيلة تربى الوجري الله دا العالش دويلشو دا لا موكش مارش ليه دويلشو تخنا شو دوقوتشو غازو تحدو بقدك داعولوش ويمح كان دوزيت ناس عشا دنيا نشوحا بقدك دعدوزيتش اردو القحو يكشدوشو بقدك دعالر نيستك دعالر نيستك دوزيتر إذا ملخوش عالم سجي خاتيشي إذا غازو تلوروش دو هوختليو دينا شو سجي عبوع بيشخلر تون دوق دزلادو أخشون دلخل دوش دولو سوغتش Здесь же сотрудников СМИ наградили благодарственными письмами и грамотами главы Чеченской Республики. Почетным званием «Заслуженный журналист Чеченской Республики» была отмечена и наша коллега. Луиза Киндарова работает на ГТРК «Войнах» уже 15 лет. Зарекомендовала себя как ответственный и трудолюбивый сотрудник. Луиза занимала различные должности, начинала карьеру редактором на радио, а также вела авторские передачи в тематической редакции. Сейчас руководит коммерческой группой телевидения. Празднование Дня телевидения, получить звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» для меня большая награда и огромный стимул, потому что журналистика – это была мечта всей моей жизни. С помощью Всевышнего я смогла работать именно на государственном телерадиокомпании «Войнах», которая стала мне вторым домом. И поэтому я горжусь, что я являюсь частью такой сильной, крепкой и сплоченной команды главы Чеченской Республики. Почетным знаком «За трудовое отличие» наградили продюсера телевизионных и радиопрограмм ГТРК «Войнах» Камилу Сайханову. Профессиональный праздник – это всегда очень волнительно, особенно когда ты трудишься в лучшей команде, в команде первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазот Обалдуэлцун. Хотелось бы выразить огромную благодарность главе республики за постоянную поддержку и внимание к нашей работе. Также хотелось бы выразить особую благодарность нашему министру Ахмеду Махмудовичу и нашему
прекрасному директору Рузане Нуралиевне за постоянное внимание и поддержку. Также отличившимся сотрудникам телекомпании вручили премии и почетные грамоты от Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. После награждения началась не менее приятная часть мероприятия – концерт с участием звезд чеченской эстрады. Мадина Тураева, Саида Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Подвели итоги республиканского конкурса «Лучший студент года». Посвящен он столетию чеченской государственности. Лауреатов и номиналистов наградил интеллектуальный центр в 3 номинациях. Имена победителей в сюжете Адама Сулейманова. Участие в событии приняли свыше 300 человек, из которых лауреатами стали 88. Номинантов определяет интеллектуальный центр Чеченской Республики, в составе которого имеются как известные ученые, так и творческие личности. Конкурс проводится ежегодно, в нем участвуют студенты различных вузов. Всего имеются 3 номинации: за успехи в овладении знаниями, за успехи в научной работе и лучший студент вуза. Своим содержанием и востребованностью среди них выделяются 2 проекта: ежегодная премия «Серебряная сова» и конкурс «Лучший студент вуза». Отбор сначала в коллективах, где они учатся, на кафедрах, факультетах. Далее они проходят процедуру соответствующих советов ученых. И последний этап – отбор на заседаниях и жюри Совета интеллектуального центра Чеченской Республики. Событие посвящается Международному дню студентов, празднику, символизирующему жажду знаний. Главная его особенность – это возможность стать квалифицированными специалистами, а также творческими и научными работниками. Мне очень нравится тот факт, что здесь собраны и приглашены студенты, которые вносят определенный вклад в развитие образования нашей республики. Это очень многого стоит, и это действительно лучшие студенты, которые есть в нашей республике, и это не может не мотивировать. Огромную поддержку студентам оказывает глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров. Благодаря его вниманию среди присутствующих имеются и опытные учащиеся, более чем реализовавшие свои идеи в данном направлении. С 2017 года, с момента поступления в колледж ЧГУ и по сей день, будучи студентом юридического факультета ЧГУ имени Ахмада Абдулхамидовича Кадырова, я активно занимаюсь общественной и научной деятельностью по направлению молодежной и социальной политики. Участвую в разного рода конкурсах, форумах. В 9-м по счету конкурсе выдвинуты 30 человек, из которых 11 завоевали призовые места. Все они награждены почетными грамотами, дипломами и медалями. Знание студентов – это фундамент нашего будущего. Оно принадлежит талантливым и амбициозным. Именно поэтому важно поддерживать студенческий дух ради будущих проектов. Адам Сулейманов, Магомед Тагаев, Вести, Чеченская Республика. Тревожные расстройства являются одними из наиболее часто выявляемых в современном мире. Клинические проявления патологической тревоги разнообразны. Она может носить приступообразный характер или быть практически постоянной. Среди огромного количества препаратов афобазол доказал свою эффективность. О его положительных действиях в следующем материале. Горящие дедлайны, несданные отчеты, проблемы в личной жизни, недовольство собой подстерегают нас на каждом шагу, вследствие чего человек теряет контроль над эмоциями, испытывает нервное истощение и проблемы со сном. Немногие понимают тот момент, когда это становится заболеванием. Как помочь своему организму? Восстановить нормальную работу нервных клеток может помочь уникальный препарат афобазол. Включение в протоколы ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями противотревожных препаратов позволяет существенно улучшить качество жизни наших пациентов и, самое главное, улучшить прогноз по основному заболеванию. Одним из препаратов, который хорошо сочетается с кардиологическими препаратами, является препарат афобазол, который из-за доказанного профиля безопасности и при этом убедительной эффективности является очень популярным и доступным среди кардиологических пациентов. Препарат назначают в дозе 10 мг 3 раза в сутки или ретардную форму 30 мг 1 раз в сутки. Минимальный курс лечения составляет 4 недели.
Лица, страдающие различными расстройствами в психоэмоциональной сфере, по данным специалистов, умирают в среднем на 20 лет раньше. В подавляющем большинстве случаев причиной смерти становятся сердечно-сосудистые заболевания. Осложняет все это тот фактор, что часто люди не осознают, что у них тревожное расстройство. А уникальная формула афобазола помогает восстановить нервные клетки, что позволяет им нормально функционировать. Благодаря своему механизму препарат помогает устранить тревогу, беспокойство и связанную с ними бессонницу. Из противотревожных препаратов в основном у нас хорошо идет афобазол, поскольку и врачи его выписывают в своих рецептах, плюс хорошие отзывы дают на него сами потребители. Афобазол у нас есть в большом количестве, в наличии он бывает практически всегда, поэтому обращайтесь. Препарат не вызывает сонливости, привыкания и снижения концентрации внимания, поэтому его можно принимать людям, работающим со сложными механизмами, и при этом сохранять активный образ жизни. Его действие развивается уже с первой недели терапии. Именно благодаря этим свойствам он популярен среди потребителей. Афобазол не только устраняет тревогу и беспокойство, но и способствует появлению сил и уверенности, улучшению эмоционального фона. Афобазол – это безрецептурный препарат, который доказал свою активность в отношении широкого спектра расстройств. Он был разработан сотрудниками научно-исследовательского института фармакологии имени Закусова и является выдающимся достижением российских ученых, поскольку изменил представление о препаратах с противотревожным действием. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.